Во всем возражении Минюста России мне предъявляются претензии по поводу 5 людей. Называть будем? Безусловно. Первый и самый главный – это целая публикация. Хочу отметить, что она вот, я потом оставлю это все, да, она, значит, на моей личной странице в Фейсбуке, даже не на СМИ, на моей личной странице, где я 6 февраля 2024 года выставила, значит, пост о том, что я требую отставки министра иностранных дел Инала Арцинпа. Мне это вменяют, чтобы вы понимали. То есть я не говорила о министре иностранных дел России, Америки, Грузии, Китая, КНДР, я не знаю, до кого угодно, да? Я говорила о министре иностранных дел Республики Абхазия, гражданкой страны, которой я являюсь, да? Минюст России очень оскорбил, значит, очень оскорбила публикация уже в СМИ Аяшера, тот же самый Facebook, в котором я Да-да-да, но у нас он еще не запрещен, в котором я перепостила публикацию, причем они это прям указывают, кандидата экономических наук, доцента кафедры национальной экономики Республики Абхазия Хатуны Шатыпа, которая сделала такой экономический маленький короткий анализ того, что ежедневно наша страна будет выплачивать 154 тысячи рублей в течение 4 лет, это более 220 миллионов рублей, и, значит, и она связывает этот долг, значит, с непрофессиональной, скажем так, работой Аслана Бжани и Бадры Гумба. Причем они оба указаны в этом тексте. Почему суждение специалиста, эксперта, которое основывалось на документах, которые были мною выложены в СМИ, и в которых речь шла на тот момент о президенте или о вице-президенте Республики Абхазия, так сильно волновал Минюст России, не могу понять. 5 человек, я же говорила. Первый Инал Арцинпа, второй Аслан Бжани, третий Бадра Гумба, четвертый Александр Анкваб и пятый Михаил Шургалин. Что именно о после России? Если вы помните, когда задержания массовые были на границе, обращение публичное было, подписи, под которым собирались о том, что вот такое нельзя, это обращение адресовали послу Российской Федерации в Республике Абхазия. Я, как СМИ, безусловно, это обращение опубликовала у себя. Минюст России считает, что мне так делать было нельзя. Хорошо, граница, посол, министр. В 2021 году, все помните, ковид, у нас был тяжелый период. Если вы помните, у наших пенсионеров абхазские карты забрали пластиковые, и тогда они были вынуждены вживую приходить, в очередях стоять у сберкассы. Я тогда сделала по этому поводу публикацию, и не так давно, значит, у меня всплыло воспоминание об этом, и я эту публикацию взяла и дополнила ее. Чем? Значит, тем, что в период ковида наши пенсионеры, пожилые люди вынуждены были толпиться в то время, когда вообще это крайне опасно все было. Значит, и все это произошло из-за того, что 25 миллионов рублей наше государство должно было выплатить Пенсионному фонду России. Ну, это известная, открытая совершенно известная информация. Да. Вот. И я к этому добавляю, что за 2 года президентства Аслана Бжани им было роздано 250 пистолетов, средняя цена которых свыше 70 миллионов рублей. Я просто говорю о том, что, может быть, надо было не дарить пистолеты, а вот эти деньги бюджетные направить в Пенсионный фонд России, выплатить этот долг, но не вынуждать пожилых наших пенсионеров толпиться, заболевать и впоследствии, значит, какие-то непоправимые вещи для здоровья получать. Да? Минюст России посчитал, что я и на это не имею права. Честно сказать, если работа российского Минюста, я сейчас не даю оценку в целом, но касающаяся меня прям, не могу не сказать, построена вот так, но тогда мне даже страшно предположить, за что же людей в нашей стране могут признавать иноагентами. И, кстати, у этого статуса довольно сложные последствия.